Друзья, я бы никогда не подумал, что зимой можно услышать вот этот вот звук журчания горной реки. Мы сейчас находимся на реке Индигирка, около села Хану. И я думаю, что чуть-чуть в горле пересохло. Просто в горле немного от волнения пересохло. Друзья, я думаю, самое время испытать на себе рыбалку в Момском районе. Друзья, ну что, начнем мы, конечно, со знакомства. Тот человек, который нам сегодня расскажет про рыбалку, ее зовут Зинаида. Приветствую. Зинаида, ну с чего вообще как, расскажите о себе и как давно вы занимаетесь, увлекаетесь рыбалкой? Меня зовут Зинаида Николаевна Дягилева. Я живу в участке Зонтит. Это рядом с Хану, в 3 километрах. Специалист управления культуры. А так, я рыбачу в основном в выходные дни и во время отпуска. В основном подводной рыбалкой я только этого. Подледная? Подледная рыбалка. То есть в летний период вы особо не рыбачите? Нет. Ага. Ну, бывает иногда вырыбачим. А чем завораживает вас? Чем привлекает? Азарт? Азарт. Во-первых, азарт и интерес. Вот. В выходные прихожу осенью и весной. Самая интересная рыбалка это осенью, конечно. Ага. А весной это уже чуть-чуть опасно, и лед очень толстый. Поэтому мне, как женщине, трудно пользоваться пешней. Вот приходится вот искать такие места, где вода. Где проталины, да? Да. Ага. А вообще, вот какого размера, вот каждый рыбак, я думаю, да, ведет учет своих трофеев, вот какую рыбу или количество рыбы вы поймали? Вот, то, что запомнилось. В прошлом году 90 рыб. 90? Хариусов. Да, 90 хариусов наловил. О. Вот это много для меня. Очень даже много. А самая большая это вот такая. Это Хариус. Хариус, да. Вот такой, И да? ленок вот такой. Здорово. Так, ну что, уже с нетерпением я хочу начать уже обучаться рыбалке здесь, в Момском районе. Но, Зинаида, я вот с собой с Якутска специально взял свой ледобур, да, которым сейчас, я думаю, будем бурить лунки. Ну, я этим не пользуюсь. Серьезно? Я сейчас в данное время ломом пользуюсь. А так пешней. У меня с собой нету пешни, поэтому буду ломом. Лом тоже. Так, ну что, друзья, значит, ледобур мы откладываем в сторонку и идем за Зинаидой. Сейчас будем Вот здесь примерно проделывать лунку. тут лед, тут потоньше, поэтому здесь лучше будет. Ага. Давайте Ну, я только рядом осторожно, попробую да? сделать, да? Осторожно, тут, видите, Ага. Вот здесь можно будет, да, наверное? можно, вот только осторожно. Вот видите, какой он тонкий лед. Да, кстати, надо лом держать. Тут какая глубина, интересно. Ну, посмотрите там. Короче, лом можно потерять. Я ледобур, скорее всего, оставлю здесь. Надо немножко прочистить. Так, тут очень тонкий лед. Ага, я Осторожно. смотрю, вообще тонкий. Осторожно, так что опасно. Какая глубина здесь может быть? 2 метра. Метра два. Надо посмотреть. Лунку. 2 метра, наверное, и есть. Ну, метр с чем-то. Так, еще пошире сделать, да? Не-не-не, Нормально? все, хватит. Большую лунку не надо делать. Уже страшно втыкать лом. Так, ну что, лунки готовы. Следующий шаг какой? Следующий шаг. Мы, наверное, сейчас узнаем, на что ловит рыбу Зинаида. Испытано на себе. Так, друзья, ну что, следующий этап достаточно тоже необычный. То есть здесь шкуры оленей, да? Оленей. Для чего они? Чтобы лежать.
То есть, Чтоб не рыбачим лежа. Лежа рыбачим, да. Так, ну что, Зинаида, сейчас, я думаю, нужно показать, как это делается. То есть вы лежа, и вот сейчас, как вы в лунку смотрели, что посмотреть глубину, смотрите туда, да? Да. Как рыба плывет. Какую рыбу надо ловить. Большую, маленькую. Там. Понимаете, друзья, вода настолько прозрачная, что видно вот вплоть до дна. Вот И, наживку. соответственно, видно, какая рыба подходит к приманке. Так, а что у нас здесь? У нас Так, грузило, я вижу, и... грузила и мормышка маленькая. Ага. Так, постой, подождите. И вот. На опарышей будем ловить. Наживка у нас опарыш. Ну, как берешь. И вставляешь. И все, начинаешь рыбачить. Так, где у нас черпак? А вообще сейчас видно рыбу? Нет, вообще ни одной рыбы нету. А в целом вот это место достаточно такое, ну, перспективное, да? Да, рыбное место. Но в начале осени обычно здесь бывает много рыб. Потом уже, когда холодно, уже начинает уже безрыбье. Друзья, ну что, как видите, достаточно интересный способ ловли рыбы. То есть не нужна никакая видеокамера. Смотришь лунку, следишь. Так, ну что, сейчас... Тебе черпак Ага, спасибо. и удочку. Я вчера на этой линка поймала. На эту рыбу? На этой удочке. удочку. Самодельной удочки. Так, будем надеяться. А где? Не здесь, конечно. здесь? Нет, не здесь. Но там надо далеко идти пешком. Ну да, то есть мы сейчас, чтобы, допустим, привезти аппаратуру, чтобы приехать, добраться на машине, мы прибыли сюда, в это место. А есть вообще такие рыбные места, которые на машине не доедешь, да? А много рыбаков в Хану? Очень много даже. Очень много. Тут выходные не бывает места. Сегодня рабочий день, Сегодня понедельник. рабочий день, поэтому сейчас только мы Так, одни, очки, видимо, кажется. не будут лишние. Так. Мешать. Ты только осторожно, там очень тонкий лед. Очень тонко, да? Так, микрофон. Тут, походу, рыбы нету. Посмотрим. Черпачок. Ну, осенью это рыбное место, да? Осенью это рыбное место. Весной тоже бывает. Ну, от спячки только просыпаются рыбки. Наверное, поэтому нету. Или же в выходные здесь очень много наловили. Тоже такое может быть. Угу, такое может быть. Ну ничего, мы пока не будем искать себе оправдания. Мы будем рыбачить. Ух ты! Вообще прозрачная вода. Так, а как ты смотришь? Я там в отражении себя еще вижу. Надо солнце закрыть, да? Да. Вот так. Когда холодно, время вроде вечно холодно. А когда тепло становится, О, есть. Есть. О, рыбка Их так пришла. много. Сюрюгалля. Экшн камеру дайте. Экшн камера в рюкзаке у тебя.
в песок надо положить, чтоб наживку, чтобы она взяла. У нее рот маленький. Мгм. А, на песок положить? Забыл, как О, сворачивать. осторожно, вы пугаете рыбы. Здесь очень много. Тихо, тихо, не пугайте. Слушайте, они приехали, как будто их на автобусе высадили. Они вот с той стороны такие прям толпой пришли. Так, первый Говори, такой. Гега. Ладно, ну вроде небольшой, но мы не будем отпускать, потому что это первый улов. А зачем отпускать? Отпустим, да? Не надо. Нет, говорят, нельзя. А то это надо поблагодарить. Это хариус. Хариус. Даже еще остался опарыш. Ой, О, разбежались. когда закричали, наверное. Мгм. Конечно, увидели собрата, которого Если придет рыба, которая у носик тонкий носик, угу. песок положите, чтобы он взял. на так. песок, да? На. Это удочка с баянаем. Вот это? Да. Никого нету уже. Угу. Ну, сейчас Сбежали. Сейчас придут, наверное. Ну, обычно вечером они клюют. Чеком, когда холодно. Ну, наживку поправили, да? Ну, там было. Они... Не, надо поправить. Чтоб Новую крючка- поставить, да? Не обязательно. Просто надо поправить, чтобы взять Вообще, было друзья, удобнее. Вот размер вот этого хариуса, там были вот еще где-то 1,5 раза, может быть даже 2 раза больше рядом плавали. Такие вот экземпляры. Надо сделать так, чтобы крючка не было видно. Они тоже умные. Так, сейчас поправим. Что нужно делать? Поправить надо, чтобы крючка не было видно. А, У вот вас, эту вот, часть. видите, Вот, друзья, значит, видите, видно крючок. Его не должно быть видно. Просто я его сюда передвигаю, да? Да. Передвигаем на кончик, чтобы рыба его съела сразу. И попалась. Плюнуть? Маленькая и большая. Лазерка маленькая и большая. Так, да. Конечно, шутка, но Не, нет. Просто камеру засунем, посмотрим. Действительно очень азартно. Особенно когда поймал одну рыбку. Хочется еще и еще. И они периодически проплывают. Думаю, заядлые рыбаки, думаю, меня поймут. Зина, а вообще, сколько лет ты уже рыбачишь? Вообще рыбалкой увлекаешься? именно под ледом, да? Ага. Лет 16, наверное, с 15 О, вообще, да? С детства? где-то. Ну, когда маленькая была, летом ходил. А зимой не отпускали, боялись конечно. отпускать одну. Когда подросла, уже отпускали. на себя. Действительно, друзья, достаточно, ну, Зина правильно говорит, да, то есть вот здесь толщина льда, вот, так, как сказать-то, ну, наверное, вот фаланга, то есть вот здесь есть трещина такая, А местами бы. вообще
Метр, кажется, да? Ага. Метр. Да, то есть здесь такие наледи. Есть толстый лед, есть тонкий. Вот, по крайней мере, здесь, где мы прорубили, вот я уже его так могу взять, что он совсем тонкий. Днем обычно не бывает рыб. Мы вообще, в принципе, не очень правильное время выбрали, да? Да. Дневное. А Вечером когда и самый клев? Утром. Вечером Утром? и утром. Вечером. Когда уже солнце садится, холодно становится, тогда вот рыбы бывает. А так осенью там без разницы. Осеннее время. Но в целом они откуда-то оттуда приходят. Оттуда пришли. Прям толпой. Ну да. Тут и они ищут, где место там, где открыто. А? Открытое место ищут. Они. Ну, тоже Там, воздуха, да? наверное, не хватает. И зиму спали, Можно что-нибудь туда бросить только с той стороны, просыпаются. попугать. А? Туда что-нибудь кинуть. Типа, чтобы сюда пришли. Там можно Ну, пройти, там- наверное, но А? да, опасно. Посмотрим. Туда надо пройти, нужно, наверное. Там выходили, Ну, но сейчас не знаю как. вообще, дно песчаное, да? Гирки. Местами песчаные, местами так, они стоят. Каменистые, да? Ага. Ну здесь песчаные. Зина, смотри, вот, допустим, тоже, допустим, хариуса ловите, можно засолить его, да, такую 5-минуточку сделать. Да, можно. Сразу можно сделать. Только после какой заморозки. Индивидка делать. Вообще-то индивидка делается с хариуса, на самом деле. А, да? Да. Поэтому и называется индивидка. Ну то есть вот это Первую индивидку делали с хариуса, как я помню. то есть классический салат индигирка, он делается из хариуса. Да. Надо попробовать. А в тот момент, когда вытащили того хариуса или когда закричали «Ура!», они уплыли, да? Да. То есть ну, Мы мы, все начали двигаться, пошла какая-то движение, пошло. да, у нас помимо нас здесь еще большая съемочная бригада, весь наш коллектив. Конечно, все на эмоциях, но тем самым отпугнули. Мы как не настоящие рыбаки. Ну так. Ну ничего, ничего. Поинтенсивнее. Вам повезло, что вы поймали рыбку. Поймали рыбку. Да. Обычно после зимней спячки они какие-то вялые бывают. А, А вы сразу взяли и поймали. я еще начал выбирать, такой смотрю. Я не хотел, чтобы этот клюнул, но был рядом, по-моему, побольше. А этот что-то такой прямо активный был он. Прихватил. Маленькие они особо активны, М, а большие они какие-то вялые. м. Особенно в это время года они только проснулись. Попробуем повыше. Может быть, увидит издалека. А ты вот так делай, чтоб потом. А, А вдруг не выплюнуть? ну, Да, уже не надо будет там делать. слушай, ну тут такие достаточно хорошие грузила. Я вот, допустим, если отпущу, она сама чик вниз уходит. А если постучать по дну? Нет, нет, да? Муть будет, да? Там же песок. Не камни, да? А тут вообще вот течение достаточно, я вижу, сильное, да? Да. Прикормка рыбы неэффективна, наверное, Не да? пойдет. Сразу смывает, да? Друзья, это, наверное, один из редких выпусков «Испытано на себе», где мы находимся спиной к вам. Ну, просим простить. Здесь это необходимо.
Сейчас Зинаида, видите, идет проверять, смотреть другую лунку. И в целях безопасности перед собой, но обычно либо пешней, либо вот сейчас ломом проверяется толщина льда. И судя по звуку, по-моему, он достаточно тонковатый. Смотрите, вот уже пробило. Ну, не знаю, вот здесь вот столько идет толщина. Черпак, да? Ну, я со своими 95 килограммами не буду мешать. 100 с чем-то, наверное. Ну что, Семен, пойдем ниже, поближе. Да? Одна проплыла маленькая. Была снизу слишком. А давайте узнаем точную глубину. Ну-ка, вот сейчас была на дне. Ну да. Зинаида на глаз определила примерно точно 2 метра глубина. Так, близко встал. Осторожно. С экшн-камерой можно посмотреть, конечно, под лед, под воду. Но единственная проблема в том, что как только камера уходит под воду, сразу теряется связь. И просто потом уже после того, как мы вытаскиваем камеру из-под воды, можно посмотреть, что было снято. Вообще получается для рыбалки только удочка нужна, оленья шкура и пешня. И все, да? Черпак. Черпак. Опарыш. И опарыш. А опарыши где берете? Мы на зиму покупаем. В Хану привозят здесь? Да, да? Сколько стоит опарыш? 200 рублей 200 или рублей? 300. Ну, смотря от спроса зависит. Плавающий. В осенний период это 300 рублей где-то стоит. Ага. Но потом уже начинает падать. Цена начинает падать. Ну, обычно мы раньше сами собирали короеды. Сейчас нет. Сейчас вырубку леса запретили. Ага. И очень далеко надо ехать, чтобы короедов Ага. взять. А у нас такого транспорта нет, такого транспорта. Чтобы очень поехать сюда. То есть раньше вы собирали короедов и рыбачили? Да, И короед. как эффективно? Эффективно, конечно. Короед намного лучше, чем короед. Чем опарыш? Опарыш. А, Он долго хранится. А опарыш ведь недолго хранится. Только на один сезон идет. На второй сезон уже они черные становятся. ну. Так, сейчас. В целом такая большая стая пришла, то есть они здесь, скорее всего, ну они же это все время в движении, да, тем более Да. хариусы. Думаю, что шанс есть. Думаю, тем более мы только приехали. Ну, в прошлом году мы ездили на этот, как она, на Тукулан река. Вот там, а там была подледка.
И вот когда камеру опустили, мы какую-то яму нашли. Там прямо как эти Штабелями стояли, да? штабелями стояли. Хариус. Там вот. Здесь тоже так находят жиру. Ходят специально с зеркалами. Сами мастерят, конечно. К дереву привязывают зеркало от мотоцикла. Ага. Он отпускает в лунку. Там смотрит, ага. Ничего себе. Это даже эффективнее, чем мы сейчас, да? То есть вот этой камерой пока Да. засунешь, что у тебя еще в телефон намного нужно посмотреть. А тут зеркало положил и все. Все просто. То есть делают разведку, уже видят, да? Есть. Или нет. Рыба пришла. Маленькая, конечно. Маленькая такая. Снимать да? Есть. Снимай. О, большая такая. Давай, дергай. Дергай. Здесь трое. Четверо, да. У нас стоит задача не только как бы половить рыбу, но еще и вам показать. Поэтому. Ну, кстати, буквально сколько? Даже 5 минут, наверное, не прошло. И посмотрели, никого не было. А сейчас прямо штук, где-то, наверное, штук 10, да? Было. А вообще, вот здесь, допустим, хариус, еще какая рыба есть? Ленок. 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 Щука. Вообще же хариус это показатель того, что река чистая. То есть он же любит вот Да. именно чистую воду. Да. И щука есть, и хариус есть, и налим. А обычно рыбаки не лежат на одном месте, ищут рыбные места. ходят Согласен. туда-сюда. Да, Ну, кстати, холодно же, да? Но холодно, Лежать. поэтому надо согреться, походить немного, поразмяться. Это сейчас у нас где-то минус 15, по-моему, да? Минус 10. Здесь Да. от 10. А представьте, если минус 30, то Постоянно действительно. невозможно лежать. Погода разная бывает, ветреная. Так, куда перейдем, посмотрим. Так, сейчас мы перешли на другую лунку. Тут тоже пусто. Тут поражает чистотой. Река абсолютно прозрачная. Сейчас, друзья, мы хотели поменять место дислокации, но мы не одни здесь, да? Сегодня с нами также мы снимаем сюжеты для «Утра Якутии». Сейчас Ирина Григорьева берет интервью у Зинаиды. Ну, я решил все-таки попробовать, да? Не зря же я все-таки вез, да, из Якутска целый ледобур. Поэтому мы где-нибудь сейчас забуримся. Только вот где?
Вот здесь. Осторожно. Так, Как по минному полю, да? ну, вообще, так, а где был Василий? Вот здесь, да? Бурил. Тут, наверное, он... А, вот же бурил. Это он бурил, да? Так, здесь тоже рыбы нет, да? Ну, попробуем. Давай вот здесь. Или это под берегом прям? Как будто берег, да? А может туда пойдем? Друзья, видите, здесь как бы человеку, который не очень прям опытный в рыбалке, сложно определить вообще толщину льда. Я думаю, что это даже, наверное, опытным людям сложно определить. Вот здесь мы видим вообще у нас вода течет сверху льда. Прямо вот тут наледь где-то тут метр, где-то 3 сантиметра. В общем, самое же интересное узнать надо, где рыба. Где рыба? А давай там. Попробуем с этой стороны пробурить. Тут нормально? А, ну вроде нормально здесь. Так, Зинаида меня ругает, говорит, чем ты злома пошел. Ну давайте попробуем просто вот тут вот так вот попробовать. Кстати, в Актемцах, когда я участвовал, да, там до сих пор оправдываюсь, я занял последнее место в конкурсе отцов на бурение лунки, но всему виной были вот мой бур, тогда был с стандартной заводской заточкой, то есть еще искусственный. О! Все. Вот обратите внимание, как быстро, как комфортно. Лед тонкий. И то, что там 1,5-2 метра. Испытано на себе. Друзья, ну что, мы продолжаем сейчас. Попробуем, да? Здесь сделать лунку. Угу. Здесь попробуем. Тут Вася лунку сделал, мы тут тоже сделаем лунку. А почему ей нельзя пользоваться? Что? Это нельзя пользоваться почему? А, вдвоем. А, все, все. А, интереснее будет. Так, я тогда шкуры принесу сейчас. Ну вообще, если смотреть, вот вода идет, там такой небольшой вот перекат, да, Ага. получается. И потом вот как бы вот так проходит, да? Угу. И с той стороны тоже есть. Все. Так, держи. А парыш нормальный, да? Нормально, кажется, немножко потрепалась. Потрепался, ну. Угу. Смотри, опарыша. Ты, наверное, уже в лед превратился. Рыба не возьмет такого опарыша. Надо придать положительную температуру, да? Угу. Давай еще одну. Обновить. Не надо. А? Убирать не надо. Но Давай сверху. сверху положи. Вообще, то есть, ты, допустим, ходишь на рыбалку почти каждые выходные, да? Да. И это позволяет как бы дополнительно рыбу, наверное, не покупать, да, в магазине? Да. Рыбу не покупаем как бы. Вот, на пропитание. А из рыбы что больше нравится? Уха или жареная? Гирка. Гигирку делать? А, то есть схариуса. Все, у меня теперь, Намного вкуснее. у меня А так, теперь цель. Хариус, она же как бы лечебная.
Когда живот у детей болит. Ухудивает Хариса. Только маленькая, да? Это как глаз нравится. То есть Хариус помогает при... Болезнь Да? желудка. А. Его именно в сыром виде? Нет, ухудивает. Ага. И чуть-чуть посолить и уход детям даешь. Особенно когда живот болит. Мгм. Ну, вообще не зря же, допустим, тот же рыбий жир, да? Очень Да. Полезен. Тут и жир нам, по-моему, не нужен. Я помню, в детстве мне прям в детский сад ходил, помню. Еще в советское время. И мне прям давали очень часто рыбий жир. Я его не любил. Да? А? Ложечкой, Но не... чайной ложки. невкусно. Обязательно. Нам тоже давали. Хочешь, не хочешь. Да-да-да. Спрашивали. Так-то я вообще рыбу не ем. Только индиго ем. Так соленую там, уху, жареную не ем. Какой-то маленький подплывал и испугался, улетел. Сейчас позовет других. Маму позовет. Родителей позови-ка. Так, ну что, друзья, сейчас мы вернулись на те лунки, с которых начали. Ну, вообще, я думаю, что, как и в любой рыбалке, бывают клевые дни, да, и клевые места, Да. бывают не очень. Ну, сегодня пусть это будет первое знакомство с рыбалкой, подледной рыбалкой на реке Индигирка. Тем более мы, как вы уже поняли, выбрали такое место, куда можно доехать на автомобиле. Оно очень популярное среди сельчан. Ну и хотелось бы поблагодарить Зинаиду за рассказ, за интересные истории, ну и, конечно, за метод ловли подледной рыбалки вот таким образом. То есть у вас оленья шкурка, у вас, соответственно, удочка с приманкой и пешня, либо лом, да, которым вы делаете небольшую лунку. Причем чем меньше, тем лучше. Ну и, конечно, а вообще, кстати, хотел спросить, Зинаида, вот ты ходишь где-то по 5 километров, да, до места рыбалки пешком. Мгм. С собой носишь лом или вот Пешню? пешню носишь, да, Да. с собой? Ага. Она намного легче же. Вот, ну, друзья, я думаю, что ни у кого нет сомнений, что река Индигирка, она очень щедра на рыбу, да, но, тем не менее, может быть, мы выбрали еще и не то время. В общем, я сегодня только делаю, что оправдываюсь, но, тем не менее, самая главная цель – это понять метод рыбалки, показать его вам, ну и, конечно же, испытать на себе. Друзья, хотелось бы вам пожелать, чтобы у вас всегда клевало, чтобы все намеченные планы Волка у вас может быть. сбывались. Рыба пришла? Да. Котик, конца. Вода. Господи, держи. С какой стороны? А? Где, с какой стороны? Оттуда. Ладно, друзья, до новых встреч. Пока. Испытано на себе.